Действительно, в каждом конкретном случае надо подходить избирательно. Если школа, которая на 98% изношена, продолжает функционировать, но при этом строится где-то другая школа, может быть, есть смысл перераспределить денежные средства, в первую очередь вот здесь школу либо отремонтировать, либо построить новую. Добились того, что получили, в принципе, понимание правительства, и заместитель председателя правительства Соловьев Александр Юрьевич сказал, что в ближайшее время встретится с представителями общественности, и вот конкретно по этой проблеме четкий алгоритм действий выработают. Проблема-то в чем? Проблема в том, что общественники, как всегда, они же шире мыслят, вот, и они пришли там с целым списком, там все, от неправильного питания до аварийных школ. А здесь надо разбивать. И если общественное слушание происходит, оно должно все-таки происходить по заявленной проблеме очень четко. Иначе мы запутаемся. Можно выйти и сказать: Господи, как все ужасно, все плохо. Да? А можно выйти и сказать, что вот это можно исправить, вот это вот надо заменить, вот это убрать, вот это решить, и все. Глядишь, в совокупности мозаика и сложилась. И все потихонечку решается. Поэтому надо шаг за шагом решать проблемы. Очень четко обозначать направление решения и круг тех лиц, которые должны этим заниматься. А не говорить, что все обязаны и никто ничего не делает. Это вот две крайности. Поэтому давайте находить баланс. И, кстати, опять же, вчера президент сказал, что все эти вопросы надо решать с уполномоченным правом ребенка и с представителем гражданского общества. Вот, собственно говоря, для этого мы и существуем.